Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. На этой неделе мы отметим, пожалуй, самый большой праздник в нашей республике – день ее основания, День республики. Нам очень хорошо известно, что в состав комиссии по учреждению автономии СССР входили такие величайшие представители того времени, как Платон Аюнский, Максим Амосов и Сидор Барахов. Однако в большой четверке был и Георгий Ефимов, причем он единственный из них, кто имел высшее юридическое образование и, соответственно, отвечал за юридические аспекты при составлении эпохального для нашего народа документа Конституции новой Якутской автономной республики. К сожалению, именно Ефимов, благодаря общеизвестному переходу в 22 году на сторону белых, в стране Советов оказался в опале. Память о нем была предана забвению, и только развал СССР и открытие границ пролили свет на его жизнь на чужбине. О личности исторического масштаба мы сегодня и решили поговорить с гостями в студии. И сначала предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который мы сняли на родине Ефимова в Верхоянии. 10 апреля 1892 года здесь, в местности Туран, сейчас это Долголавский наслег Верхоянского улуса, тогда это был первый Юсальский наслег Якутской области, родился Георгий Семенович Ефимов, который впоследствии закончит Томский императорский университет, юридический факультет, станет первым юристом из народа Саха и одним из авторов проекта Конституции ЯССР, Декларации Якутской автономной социалистической республики и, собственно, одним из основателей нашей республики. Со своими будущими соратниками по созданию автономии они вполне могли впервые встретиться еще в 1910 году в Якутске в стенах городского 4-классного училища. 17-летний Платон Слепцов и 12-летний Максим Амосов сидели тогда за одной партой в 1 классе, а 18-летний Георгий Ефимов занимался на 2-годичных педагогических курсах при училище. По их окончании он поступил на юридический факультет Томского императорского университета и в 1916 году в возрасте 24 лет получил диплом юриста. В том же году он в последний раз приезжал в родной Наслег. И вот здесь в 1916 году, перед революцией, Георгий Семенович сюда приезжал, и он собрал здесь окрестных жителей. Собрал и провел встречу с ними. От него осталось воспоминание людей, что они собрали людей и рассказали им вообще о положении мира, о мировой войне, рассказал о грядущей, что будет грядущие какие-то события. И главное, как люди потом вспоминали, что он им оставил, как бы посоветовал, чтобы они, когда будут бурные времена, чтобы они жили сплоченно, ни во что не вмешивались, друг с другом не противостояли, а жили обычной жизнью, своей жизнью. Вот таким он как бы завещание свое оставил. И после этого это было где-то в августе или в начале сентября. И он после этого уехал через Верхоянск и больше сюда на родине не возвращался. Да. После той встречи Георгий Семенович вернулся в Томск работать преподавателем в тюркско-татарской учительской семинарии. Смутные времена не заставили себя ждать. Наступил 1917 год. Февральская революция, отречение императора, временное правительство. В августе на историческое отделение Томского учительского института поступил выпускник Якутской учительской семинарии Платон Слепцов-Аюнский, уже член революционного кружка Емельяна Ярославского и будущий революционер. Октябрьскую революцию земляки встретили в Томске. Как юрист Ефимов предпочитал действовать исключительно в правовом поле. В 18 году даже был избран членом Временной Сибирской областной думы от Якутской области. Аюнский же вступил в большевистскую партию, и когда в мае 18 года Якутский областной совет отказался подчиняться большевикам, поехал на родину устанавливать советскую власть. Через несколько месяцев после временной победы белых и непродолжительного ареста они вернулись в Томск вместе с Максимом Амосовым. В декабре 19 года большевики победили колчаковцев окончательно.
В 2020 году Амосов и Аюнский возвращаются в Якутию, где становятся во главе Ревкома и приглашают беспартийного Ефимова заведовать отделом народного образования, затем отделом юстиции. В декабре того же года в Москве состоялся исторический 8-й Всероссийский съезд Советов, где выступал Ленин и где впервые был поставлен вопрос об автономии Якутии. В последний день работы съезда Наркомат по делам национальностей провел отдельное совещание по вопросу создания якутской автономии с участием делегатов от Якутии – Степана Аржакова, Георгия Ефимова и Владимира Веленского. После съезда Георгий Семенович начал работу над проектом Конституции Советской Социалистической Республики Саха. Ну, вот, значит, я сразу могу сказать, что там есть одна ошибка, потому что он был не первый юрист, а один из первых. Да. Вот. Но насчет Советской Социалистической Республики Саха, Ульяна Алексеевна, это вот по вашим, по-моему, данным, так назывался сначала проект. Вообще хочется сегодня, вспоминая жизненный путь Георгия Семеновича, напомнить, что собой вообще представлял возможность для первых плеяд интеллигенции найти свое место в преобразовании, реформировании имперской России в социалистическую Россию. И вот передо мной тоже вот один из документов Конституции тоже нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Есть и другие документы, но это все о чем нам говорит? Это говорит о том, что шел процесс правового самоопределения и реформы. Правовой процесс. То есть это движение согласия. Вот он же был конституционным демократом. Именно через конституционные правовые реформы добиться достижения соответствующих прав. И декларация также была, первая декларация у нас тоже была именно прав трудящихся, хамначитов. То есть это не от имени этнической она была объявлена декларация, и также и Конституция. Поэтому нам нужно провести грань между двумя путями развития человечества. Именно конституционные демократы, они шли по пути согласия правовых реформ, в том числе и наш Георгий Семенович Ефимов. А другой путь – это путь насилия, революционных преобразований, то, что впоследствии избирала партия большевиков. И какова все-таки была роль Ефимова при разработке первой Конституции? Потому что, есть разные мнения. Да, когда мы делали свою Конституцию по советской России, Якутской республике, Якутской Саха и АССР, когда начинали, тогда мы просмотрели более 100 конституций различных стран, в том числе и вот наши исторические документы, касающиеся деклараций и различных типов конституций нашей Якутии. И мы видели, что подпись секретарь Конституционной комиссии Г.С. Ефимов. Он был действительно юрист, по убеждениям Конституционный типограф, по подготовке именно Томского университета, у кадетов Малиновского, всех, кто в свое время создавали даже и движение конституционных реформ не только в Томске, но и в Государственной Думе преобразующейся России. А какие там были закреплены основные принципы и положения в первой Конституции? Прежде всего, это власть трудящихся. Вот у нас в последующем мы этого не достигли. У нас это самоопределение многонациональный народ республики, а там именно трудящихся. Соответственно, диктатура пролетариата. Это была основная позиция. А также разделение собственности, разделение полномочий, все это было очень хорошо расписано в первых конституциях, и в том числе и в конституции, в которой работал Ефимов. Мы также, вот и специально я сравнивала декларацию
того периода и наша декларация в 90-х годов, получалось, что наша декларация по своему правовому накалу, стремлению добиться самостоятельности в составе Российской Федерации уступает. Тому первому проекту? Да. То есть можно сказать, что какие-то положения и принципы до сих пор актуальны сейчас? Абсолютно актуально. Георгий Дмитриевич, вы как автор проекта «Пути великих свершений» выявили новые факты о личности Георгия Семеновича. У нас получилось как, что наш друг, писатель, исследователь, историк Василий Харасхал оставил после себя много трудов о нашей миграции, в том числе о Ефимове Георгия Семеновича. И там прослеживается где-то до 42-43 года его жизненный путь. Но вот 2 года назад, находясь в Харбине, нам удалось по адресам вначале установить, где они жили, в каком месте наши вот эти первые интеллигенты, иммигранты, которые оказались в Харбине. Во-вторых, это мы начали искать документы, и оказалось, что все документы эмиграции находятся в городском архиве, не провинциальном, в нашем понимании, как республиканский архив, а именно в городском архиве. 30 тысяч дел. И буквально первыми 3 человека, которые мы попросили найти, они первым делом принесли документы Георгия Семеновича. И в этих документах где-то до 1957 года. Много документов, которые заполнены собственноручно от своего имени. Вот буквально на днях, в марте, я еще раз ездил в Харбин и тоже нашел 3 документа. И там буквально на китайском языке он, оказывается, писал, и собственноручно написано на китайском языке автобиография его. И это, тут документы 1951 года. Тут ставился вопрос о его работе и ставился вопрос в зависимости от этого гражданственности. И поэтому буквально вот такое пишет, что должно быть у вас советское гражданство, тогда вы будете дальше работать. Поэтому очень интересный документ. Вот если надо еще поработать, мы думаем, наверное, найдем. Ставил вопрос о возвращении в Советский Союз. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о Георгии Семеновиче Ефимове, вспоминаем о нем накануне Дня Республики, об одном из забытых основателей нашей республики. И перед тем, как уйти на рекламу, мы все-таки немножко вперед забежали в китайскую эмиграцию. Давайте вернемся к тому, что вот наши основатели республики, они же были такие молодые, да? Они были... Вот сейчас столетие республики, когда было недавно, сейчас... Вот это вот читаешь и понимаешь, насколько это были молодые люди. Им всем не было 30 лет. Что Амосову, Аюнского, там уже Барахова. Вот как это вообще вот было такое возможно? Мне кажется, тут их возраст весьма относительный. Во-первых, в то время люди брали на себя ответственность раньше. Очень раньше. А во-вторых, за ними стояли солидные люди. Вот тот же кружок, допустим, да? Они выходцы из кружка были, Емельяна Ярославского и всех наших полицейных, которые потом их и поддерживали, когда они стали руководителями республики. То есть это были их птенцы, их гнезда. Соответственно, тот же Амосов бегал с ружьем по ночному Томску вместе с Сергеем Мироновичем Кировым. То есть... Они не были, как китайские хунвейбины, одинокие. За ними стояли большие политические силы и организации. Они были как раз реализаторами их идей. Поэтому тут дело не в возрасте, а дело в убеждениях. В убеждениях, кто за что был готов идти, как Аюнский писал в своем стихе в Томске, «Синбир Болбат».
Аммосову своему. Я бы еще добавил, Да. система образования, вот вторая половина 19 века, еще вот можно связать с поколенческой теорией, да, вот Кулаковский, Кулемнир, вот одно поколение, Рязанский, да, а потом приходит вот второе поколение нашей якутской интеллигенции, и они ведь получили образование здесь, якутские, да, и насколько это в них вот эти преподаватели, как бы вот эти идею свободы, автономии, они им показали, что вот народ сам должен определять свое будущее. И мне кажется, это очень важно. И с этой точки зрения мы еще не до конца как бы изучали вот эти поколения. Да. Мне кажется, это два важных поколения 60-х, 70-х годов 19 века и вот конца 19-го, начала 20 века. Вот мне кажется, и еще это главное, это не только у нас в Якутии, это по всех национальных регионах Российской империи это наблюдается. Да, Да. вот целое поколение выходит. Да, И они становятся именно поддерживать советскую власть вот ради идеи автономных образований. Да? А вообще идея автономии это в Европе конец 19 века и начало 20-го, когда у нас создается Государственная Дума в Российской империи. И именно вот вопрос об автономии регионов России, она обсуждается там. То есть и наши, конечно, это были в курсе всего этого. Вот еще очень важно, они много читали, они подписывали все издания. Вот есть свидетельства, насколько, например, вот семья Афанасия Петровича Рязанского, он выписывал все газеты Сибири, России. То есть они были в курсе всех этих дел. Ну и, конечно, Василий Васильевич Никифоров, Кулемнир. И, то есть вот это поколение большевиков, они не на пустом месте возникли. И идея автономии, да. И, конечно, Георгий Семенович один из тех, кто непосредственно участвовал, редактировал вот проекты. Конечно, потом Конституция была уже как бы отредактирована, потому что РСФСР, они утвердили такой шаблон Конституции именно национальных регионов. И, конечно, очень многое то, что вот в первом проекте наши включили, наша комиссия во главе вот с Аюнским, оно не попало вот то, что уже действующую, утвержденную в 25-26 годах. А то, что они делали, это, конечно, это уникально. Но надо добавить еще, кроме идеи автономии, была еще идея сибирского властничества. Вот Георгий Потанин, их профессор, вообще роль профессора Томского университета трудно переоценить. И вот наши первые птенцы, первое поколение якутской интеллигенции именно выросли под их интеллектуальным протекторатом, наставничеством. И это тоже очень важно. Потом идеи локальной автономии сочетались с идеями сибирского областничества, что также очень сильно увлекало нашу обучающуюся молодежь. Гавриил Васильевич Ксенофонтов, например, поддерживал. Да. И здесь в Якутске было образовано Потанинское общество в начале вот, 20 века, получается. Но надо заметить, что даже когда Георгий Семенович в партию не вступал, и когда он перешел на сторону белых, тем не менее он никогда не мыслил Якутию отдельно от России. И когда перешел на монархические убеждения, он говорил, что Якутия – это часть императорской России. Вот вы много изучали как раз период гражданской войны, да? Вот что же там произошло, почему? То есть они вот поехали в Москву, подняли вопрос об автономии. Максим Кирович Амосов писал письма, да, о том, что нужна автономия, нужен статус, и одно из положений было таково, что вот если у нас тут будет повыше статус, то враги республики будут выступать меньше. И вот тут такое странное совпадение, ну не знаю, совпадение это или нет, что Георгий Семенович, возвращаясь из Москвы, значит, едет в эту повстанческую Чурапчу, становится там во главе Виану, все временное якутское областное, народное управление. Избирается его председателем. И
в апреле того же года, то есть в марте его избирают писателем Виану, и в апреле того же года, значит, вот у нас выходит, образовывается, собственно, я СССР 27 апреля 22 года, о чем мы вспоминаем. Вот, говорил или Олег. В то время, вот, когда вот наши молодые лидеры стали ставить вопрос автономии, на самом деле там все шло очень по-быстрому, надо было все по-быстрому решать, быстро вот войти в струю. И вот когда... А вот слово автономия, кстати, вот перенес среди якутской интеллигенции. Я знаю, что вот, точно знаю, что этот с собой привез из Томска Гавриил Васильевич Ксенофонтов. И вот слово государственная автономия, республиканская автономия, уже вот этот термин Аюнского, он когда писал доклад в Сибирском туземном съезде, где впервые выступал о автономии Якутии, он сказал, что у Якутии должна быть государственная автономия. А до этого вот, якутская интеллигенция, вот этот Василий Никифоров Кулюмнюр, Гавриил Ксенофонтов, Алексей Дмитриевич Широких, они говорили, что вот внутри автономной Сибири должна быть якутское губернское земство с большими правами. Это существенный вот термин по госустройству вот, ввели именно вот наши первые руководители советской власти, это вот Аюнский, Амосов, Ефимов и Бараков. И когда вот Георгий Семенович, когда уходил в повстанчество, там этот был один из самых кризисных моментов якутской зарождающей государственности. Там вот, Тогда развернулся красный террор, да? да, в там те вот годы? у власти был триумвират Лебедева, Козлова и Агеева. И они в то время, вот как раз в конце 21-го, в начале 22-го года все держали в ежовых рукавицах. И поэтому там, по воспоминаниям Аюнского, там была такая вот очень ситуация такая вот щепетильная. Там никто не мог сделать резких телодвижений. И вот тогда вот Георгий Семенович решил рискнуть и ушел в повстанчество. И по сути он уже как готовый специалист по госстроительству вот, организовал в очень короткое время вот ВИАНУ. И это, я условно называю этот период время прием рассказчика, потому что вот когда Дальний Восток назывался Дальневосточной республикой, и тогда буряты вот при помощи вот генерала, у них же был генерал Колчаковский, Бахшеев, по-моему, да, если не ошибаюсь, и они вот при ДВР организовали автономию, и поэтому им быстренько советская власть дала автономную республику до нас. И поэтому вот Георгий Семенович, я думаю, что решил, что если мы создадим вот альтернативное правительство, то вот руководитель советской власти, Наркомнас сразу даст автономию Якутии. Да, я добавил бы, вот Гавриил совершенно правильно говорит, в конце 21 года Георгий Семенович оформляет отпуск именно как член губернского ревкома и член комиссии, да, и потом пишет заявление, чтобы его по состоянию здоровья именно. То есть, мне кажется, здесь очень интересная ситуация, да. Может быть, вот они видят, что развивается, начинается повстанческое движение, и нужно было это как бы взять, возможно, повлиять на них. И, конечно, Георгий Семенович с его образованием, с его знанием, он как раз подходил именно для такой, чтобы объединить вот повстанчество именно в русле такой... правовых требований. Да, правовых политических требований. Да. Не уходить в какой-то вот крайние, да, предпринимать шаги. Поэтому, возможно, они, может быть, по договоренности так сделали. Я даже так думаю. Глубоко сомневаюсь. Тогда зачем он тогда приглашал? До этого вот повстанчества было два отряда. Вот. Да. Отряд Коробейникова и отряд, Северный антибольшевистский отряд. У них были свои вот документы, уставы были. Но у них политической окраски не было, они как бы организовались только как отряды. И вот и Георгий Семенович со своей командой организовали съезд и объединили два отряда, и уже у них была политическая структура. У вас другое мнение, да? Да, конечно, тогда Якутск был на грани
так сказать, поражение Красный Якутск. Потом, судя по модели поведения, в последующем он нисколько не слушался Аюнского же ведь. Он и потом и приглашал их с Харбина вернуться, он этого не сделал. То есть явно они не были единомышленниками. Другое дело, были разные варианты, вариации, ситуативные, стратегические, но как и личность. Ну, создавали, к вопросу о договоренности, параллельные. в пользу теории о договоренности говорит тот факт, что после окончательного установления советской власти руководство республики в лице Аюнского просилось отнестись мягко к мятежникам, а если бы это был вот вчерашний соратник, лютый предатель, вряд ли эти революционеры выступили бы так. Но это лично мое мнение. Мы прервемся сейчас на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о Георгии Семеновиче Ефимове, одном из забытых основателей нашей республики. И, Виктор Павлович, вам слово, пожалуйста. Ну, я, конечно, вот хотел бы добавить еще к вступлению коллегу Гавриловича в том плане, что тут возникает интересная пауза в жизни Георгия Семеновича. Значит, это подает заявление об увольнении в конце декабря 22-го. Потом уже не отражается нигде. В январе, в феврале. Вот, Что он делал, где он был, непонятно. Что он делал, где он был. Вот. И вот начиная с 3 марта уже там появляется он в Сурапте уже. Ага, вот. И это интересный период. Даже мой дядя, народный поэт Моисей Дмитриевич Ефимов, как-то мне вот говорил, что он в конце или в начале 22-го, в конце 21-го, не получается, наверное, в конце, да, или в начале 22-го он якобы съездил в Москву. Москву съездил с Максимом Кирилловичем Амосовым по вопросу вот, значит, автономии. Ну, это, конечно, пока не найдена никакая документация, да? Вот. Ну, Моисей Дмитриевич такую информацию откуда взял, не знаем. Вот. Даже об этом постоянно говорит краевед Илья Семенович Колосов, который ныне живет в селе Мая. Вот. Ну, и насчет Георгия Семеновича, конечно, вот он, наши вот родители, да, наша родня постоянно вот, ну, тихонько рассказывали, что, мол, Георгий Семенович был с детства таким ярким мальчиком. И постоянно он посещал церковь местного Долголазского, Первой Юсальской церкви, который был построен в 1867 году. И, значит, он почему посещал церковь? Он там находил библиотеку и постоянно читал, мол, так. И, значит, у нас осталась такая вот, ну, вроде бы как легенда, да? Но город Верхоянск знаменит в том плане, что в царское время был городом Полицильных, да? И ежегодно, каждое лето из города Верхоянска Иван Бабушкин со своими друзьями выходили отдыхать в Первоюсальский наслег. На местность этого, это в данный сейчас с поселка где-то 15 километров ниже от поселка, ну, с стороны севера. И к ним постоянно ходил Семен Васильевич Ефимов. отец Георгия Семеновича. Отец Георгия Семеновича, Дюгал Семен. Ага. Вот. И даже угощал мясом, молоком и Ну, прочее. то есть, получается, он с детства мог... Да, и ну, тут возникает, конечно, в том плане, что Георгий Семенович с детства уже Слышал их разговоры слышал, полицильных. и, значит, уже действительно уже с тех разговоров, тех информаций от полицейных, наверное, созрел у него такая вот идея. Гаврил Иванович, еще хотели добавить вы? Вот в 21 году, в октябре, был проведен съезд уездных и районных волостных ревкомов, где вот в съезде приняли вот
постановление, что должна быть Якутская автономная республика, и уже были созданы комиссии по Конституции, по декларациям прав, по государственному строительству, где, где в основных комиссиях где вместе с Юнским там Георгий Семенович постоянно вот мелькает, и там он член комиссии, секретарь комиссии. И в этом съезде он выступал как лидер беспартийной фракции, и у них там в съезде была какая-то большая полемика вопросами, и он сказал, вот наша беспартийная фракция в принципе согласна с коммунистической фракцией по вопросам якутской автономии. И оттуда вот уже Амосов вместе с Ржаковым выехали в Москву с документами съезда. У нас не так много времени, хотелось бы поговорить еще про дальнейшую судьбу Георгия Семеновича. Он после поражения Виану эмигрировал, уехал сначала в Японию, потом в Китай. И вот как раз в первом блоке мы немножко задели о том, что согласно документам он работал где там? Ну, он работал, вначале он работал в школе, а потом лектором работал, а потом у него почти все время проходит эта китайская восточная железная дорога. Он работал сотрудником, как нам кажется, это кадровый какой-то департамент, но после Отечественной войны 1947 года где-то он уже работает преподавателем в Харбине, в Политехническом институте, в сельскохозяйственном институте, кафедры русского языка, кафедры закона, как он там, законодательного чего-то там такое. Ну, юридическое. Но юридическое. почему-то не пишет юридическое, какое-то там законное. Это кафедра такая. И вот именно 1951 года, видать, начинаются вопросы насчет гражданства. И хотя вот Харасхали есть, что он был гражданином Манчжоу-го, не Китая. И потом, видать, вот в 1944 или 1943 он не стал гражданином, уже его вывели. И поэтому он без гражданства. А жена была гражданской Советского Союза. И поэтому в последних документах он все время пишет, что он желает вернуться под гражданство Советского Союза, подает документы, все время вот это отслеживается, но на этом пропадает. Он уже там женился на русской иммигрантке Аполлинарии Каргополовой. Детей у них, по сведениям, вроде бы не было. Вроде нет. Да. Не упоминается, во всяком случае, анкетах нет. Вот, но в частности, ну, вот в музее города Верхоянска есть копии тоже документов из Харбинского архива, и там есть письма Георгия уже из Китая к землякам. Он, оказывается, помогал землякам в Финляндии получить нансенские паспорта. С этой целью писал письма в Красный Крест и так далее. И эти письма, они полны такой неизбывной тоски по родине. И оказывается, он даже их не знает, этих людей. Он говорит, возможно, я с одним из вас знаком. То есть он просто услышал, что земляки его попали в бедственное положение за границей и начинает им помогать. Вот, это очень интересный период эмиграции. Это начальный путь эмиграции, когда он через порт Аян выехал в Владивосток, и там он пытался встретиться с генералом Пепеляевым, который формировал отряд, чтобы идти походом в Якутию. Но там выходит фигура Петра Александровича Куликовского. Он как бы уже не хотел делиться с властью с Ефимовым, и потому что его Пеляев уже назначил губернатором Якутской области. И поэтому он, я думаю, что переиграл как-то, и поэтому, когда Ефимов пытался попасть в прием у генерала, этого не получилось, и он потом выехал в Японию, в Якогама, и там он организовал представительство ВОНУ в Японии, где членами были почти все эмигранты. Это вот Чиняке Новгородов, и Константин Кистофонтов, все там были, жили, и они до 23-го года, когда вот в сентябре был, до 24-го года, когда
в Японии было большое землетрясение, они до этого жили как бы якутское представительство, и там они судились японскими коммерсантами, которые вот взяли якутскую пушнину, но дали фальшивые векселя и не хотели расплатиться. Там он судился, победил, но деньги все равно, по-моему, не получил. А потом они уже после землетрясения с помощью вот Кушнарева, Гаврилова Никифорова выехали в Китай и уже осели. И но он как-то жил, по-моему, особняком от основной якутской диаспоры. У нас остается совсем немного времени, и я хочу все-таки поднять вопрос увековечивания памяти Георгия Семеновича. Есть проект «Сквера», и вы планируете провести конференцию научную? Да, мы, то есть оргкомитет планирует организовать конференцию научно-практическую осенью этого года. Это конференция, которая уже 2 года назад была запланирована, но переносилась. И мы вот в составе как раз Виктора Павловича и Гаврила Гавриловича комиссии обосновывали необходимость этого сквера. И тут я еще добавил бы, в конце 2022 года Барахов издает брошюру, кто участвовал в создании автономной республики, и там он, естественно, о Юмском, о Мосове и так далее, и включает Георгия Семеновича Ефимова. Вот это очень важный документ. Несмотря на то, что Георгий уже... Да, и еще Виленского. Понятно, Виленский и Ефимов позже они вообще как бы не упоминались, да? Но вот это важный документ тоже, то, что Исидор Никифорович Барахов включил его тоже, вот это признание, в том числе его вклада в автономную республику. И что сейчас... Силами, значит, администрации Верханского улуса сейчас в городе Якутске, значит, планируется строительство сквера имени Георгия Семеновича Ефимова. Вот, бюст уже готовый. Так, сейчас, значит, идет подготовка документации в этом плане. Вопрос должен еще пройти через городскую думу. Да. В этом, конечно. Да, мы надеемся, что депутаты поддержат. И что... И еще у нас, вот Гаврий Гаврилович, конечно, уже давно готовит книгу. Она уже готова, и она должна... Да, рукопись книги готова, надо уже сдавать. Тоже надеемся в этом году уже ее 10 лет, наверное, выпустить. Хорошо, сейчас еще новые документы добавились. Да, туда нужно добавить... Это бесконечный изыскательная работа. Дополнение. И неплохо было бы еще вот как-то организовать поездку в Томск, город Томск, там, значит, работать тоже по архивным материалам данного Томского университета. У нас, к сожалению, время вышло. Спасибо вам большое, что пришли сегодня в студию. И надеемся, что все-таки мы зрителям напомнили о том, что был такой человек, и что все-таки в этом году у нас появится и сквер, и книга выйдет, и конференция будет проведена. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.